Не, и в тот же момент ты потом показал как бы эту карту, где вот ингуши как бы были уже в имамате, то есть можно считать имамат. Я просто хочу сказать, вопрос у меня состоит в том. Сужинский район, скажем так, был в имамате, нынешний. Да. И Царинское общество. Царинское общество, я знаю, они дали бейат, когда вот этот поход в 1840 году был, это я знаю, царинцы дали бейат. Но я хочу сказать, вот раньше у ингушей как бы отразили Шамиля, была совсем своего рода одна идеология, получается. Сейчас, получается, вот с твоим вот этим выступлением, хотя... Секунду, я пропустил, когда была другая идеология? Ну, что Шамиль пришел к нам с войной, и мы его отразили. То есть... Вот, советская историография. Да, вот это все. А сейчас, вот когда ты вот это вот рассказал, хотя я придерживаюсь, вот эти факты я знал, и как бы они неоспоримы. Они неоспоримы, да. У меня просто вопрос вот идеологического плана, то есть что ждет... Я, собственно говоря, кроме вот этой карты, еще пару моментов там в связи с Мухаммедом Али, больше каких-то таких вещей, которые на открытие не претендовал. Да? Не, я просто спрашиваю, а теперь что ждет ингушей? Получается, во времена Шамиля просят прийти, а потом предают его, то есть не выполняют свои обещания, получается. Ну это кто-то так сделал, а кто-то нет, кто даже туда перешел. Это частные случаи, а имеется в виду массово. Это чуть ли не четверть общества. Нет, четверть общества, можно сказать, также и Байсер Мохч, и Уцик Малсик. Примерно даже вот этот поход Абхазова, Масала, там проводником был Гетагаджу. Так можно сказать, что и против галгайцев четверть общества происходило. В том-то и дело, я же говорю, что в эти периоды, первая половина 19 века, в ингушском обществе, оно стояло на развилке, на распутье. Оно могло пойти таким. Это я согласен, это однозначно. Соответственно, в этом обществе формировались группы, которые одна говорила, мы должны пойти таким путем, другая группа говорила, мы там вот таким, третья говорила, давайте там вообще чуть ли не казаками станем. Вот так вот. И, соответственно, как бы находились внешние силы, находили и таких людей. То есть Шамиль находил тех, кто хотел тянул общество в ислам. Я согласен. Командование находило вот таких проводников, каких-то перебежчиков. Да, там, они не какие-то были, это были старшины, это были люди с должностями, это были люди влияния. Но... Да, вот даже тот документ, который ты зачитал, где просят остановить христианизацию, да, это люди, по сути, которые до этого получили ордена за христианизацию. Мы сейчас... Нет, это... за христианизацию не получили ордена? Нет, они не за христианизацию, они за воинскую службу. За христианизацию... Нет, есть, именно, не. Вот в этом же картой, вот и там есть список тех, которые получили поощрение за христианизацию Назрановского общества. И что? Именно эти же люди потом пишут это письмо, мол, остановите христианизацию. Ну, альхамдулилла, проснулись эти люди на... Дело не в том, что проснулись, дело в том, что вот эта идеологическая, она вот эта модель была, то есть толкали в одну сторону, народ пошел совсем в другую сторону. Я сам этого придерживаюсь. Но я сейчас, вопрос у меня такой. Ты констатируешь факты, по которым мы... Я теперь задаю вопрос. У нас, в принципе, Противоречия нету, да. А вопрос сейчас такой. А сейчас какую модель идеологическую ждет ингушей? Ну, знаешь, я на роль, как говорится, я на роль Кунтахаджи не претендую. Я не говорю, что на роль. Сказать, вот вступайте, народ, вступайте этим путем. Поэтому можно... Я таких на себя грузу. Все, следующий вопрос можно? Следующий вопрос можно? Это вот надо всем людям собраться, обсудить. Ну тогда вот если государственный... И сейчас, как говорится, старшины, как говорится, Зураб, можно я свой вопрос дополню? Зураб, можно я вопрос дополню? Ты вот говорят, что человек, ты не претендуешь на вот эту историю, тебе этническая, вот это неинтересно, но более тебе нравится вот это государствостроение, это...
Ты в тот же момент, получается, нас, ингушей, сейчас опять закинул в это средневековье, когда вот показываешь карту и говоришь, идите вот туда и добивайтесь. Но это же не государство, это не была государственность, это вот... Я никуда никого не это. Я людям показываю, какая картина была в таком-то году, какая картина была в таком-то. Я историк. История это наука. Но опять-таки ты ингушам дал не государственное, а этническое дал. Этническое. На базе, на основу, которую вот эта вещь, которую ты сказал, она строилась на этнической. Административно-территориальная. Да. Административно-территориальная часть в Имамате, а часть была в Российской империи. Ну, и получается, невзирая на это, то есть как муниципальное образование, ты должен был четко разделить, что это уже получается разные государства и разные идеологии. Но ты вытащил оттуда идеологию, получается, и дал ее как бы в этническую. Это не вопрос. Почему это? Я же сказал, все движение. Я согласен. Но я говорю, исходя из... Я вопрос не могу понять. Ты задаешь несколько вопросов. Да, несколько. После каждого моего ответа чуть-чуть меняя формулировку. Дополняю. Я сказал, дополняю. Ты меняешь формулировку. Да, нет, я дополняю. Я еще раз говорю. То есть у ингушей была одна идеология, получается. У ингушей не было одной идеологии. Вот это же, я же с этого и начал. Я говорю, что у ингушей были кто-то, кто держался за там храм на Мецеле, кто-то то есть на Метломе, кто-то держался за там, кто-то успел христианизироваться, да, были реальные, то есть даже... не, я имел в виду сказать, да, идеология неправильно. Все были только притворны. Кто-то из них, может быть, действительно был христианизирован и поверил. Не, я не про это говорил. Я говорил, что понимание вот истории... Кто-то принял ислам и вышел на Газават. Кто-то принял Я не про ислам и это остался говорю. дома. Зураб, послушай меня. Зураб, еще раз. У ингушей было представление, что истории с имамом Шамилем, что они его отразили, я имею в виду. Да. Что Это ложно. это оказалось ложно, да. И теперь получается, ингуши, то есть они на этом выстраивали свою какую-то идеологию, что пришел Кунта Хаджи, он всех исламизировал, что не смог сделать имам Шамиль, который 2 раза пришел на нас нападал. То есть сейчас получается... Да, нужно скорректировать, конечно. Да, сейчас получается... Наука Сейчас через получается... отрицание. То есть, ты понимаешь, я даже не говорю, что я сейчас все Сейчас вопросы получается- закрою, и больше не... Придет, иншаллах, ингуш, мы не знаем, может он сейчас учится на первом курсе Ингушского государственного университета, он выучится, получит красный диплом и придет, и меня скорректирует, опровергнет, и я ему приду, пожму руку, скажу... Можно я вопрос продолжу? Вопрос продолжу. Ты сказал, что после твоего ответа я как бы меняюсь, а теперь уже как бы получив твои предварительные ответы, я мог бы продолжить этот вопрос, полностью его как бы издать. То есть у ингушей было одно представление, но после этого, вот после твоего сейчас вот этого, получается, что уже это совсем не так, а было как. То есть назрановцы, ингуши призвали Шамиля, то есть будучи мусульманами, но они взяли его, не поддержали свое слово, получается, предали. Получается, предали. То есть это получается, что меня эта идеология, она в принципе не устраивает. Но если исходить из того, что этот народ в тот момент, как ты говоришь, был обществом, но не был разобщенным, да, что был он разобщенным, то да, можно я продолжу, Зураб, бисмиллях, можно я продолжу? Если исходить из того, что они были разобщены, то картину можно там выстроить, и она получается более логичной, и меня, по сути, как мусульманина, она устраивает. То есть там есть и положительные моменты можно найти. Это такие, как мы с тобой сейчас, ты сказал, что Гази Мухаммада поддержали часть, даже будучи язычниками. Но в тот же момент в походе Абхазова выступали сами ингуши. Но это было печально. Я тебя не сразу узнал. Слушай, как дела у тебя? Алхамдулилlah, Диклил. Исторический факт состоялся. Ты можешь с ним соглашаться или Я не соглашаюсь, у меня вопрос был. Зураб, я продолжу бы. И вот тут, то есть разобщенность, получив разобщенность, да, что как бы
ингушам нужно принять, что в тот момент были разобщены, мы приходим как бы... идейно разобщены. Мы приходим как бы к понятию от этнического к государственному. То есть уже как государственники смотрим, что они были разобщены. Но в тот же момент, я говорю, выдавая вот эту карту, ты обратно взял, вытащил оттуда вот эту идею государственную, кинул туда у нас в этническое, получается. И вот нету какой-то вот этой последовательности. Вот что я имею в виду. Я не согласен с твоим. Но ты так воспринимаешь, я не так воспринимаю. Ну, посмотрим. Я думаю, другие... По сути,